Хайрлы кун, с вами учитель казахского языка Дошан Жандарбекова. И сегодня я хочу рассказать о методах изучения казахского языка или иностранных языков. Метод. Многие ученики, когда есть интерес изучения казахского языка, ищут пути овладения казахским языком и начинают с учителей, особых таких уроках и так далее. Ну, я бы сказал, что первым делом надо найти и настроиться на одну методику. Выходит так, что в аудитории сидят 10 учеников, из них успевающих только 4, а 6 остающихся. О чем это говорит? Приходит такая мысль, что тупые ученики или неправильно преподает учитель. Нет. При изучении языков, любых языков, тупых таких слов учеников не используется. Используется неправильная методика. Один учитель владеет в основном одной методикой, которая помогает освоить язык. А это, ну ладно, профессионально это 2-3 методики. Но этот метод влияет только на 2, 3, 4 ученика. На каждого ученика требуются отдельные методики. То есть кто-то принимает слуховой, кто-то хочет говорить, кто-то хочет играть, кто-то усердно, наоборот, переводить и так далее. А кто-то усердно хочет жестко по правилам работать. 1000 человек, 1000 методик требуют. То есть у методики нет конкретного формулы. В классе мы однажды провели эксперимент. Те, которые успевающие 4 учеников, дали задание, чтобы объяснить остальным 6 остающимся, объяснить тему. И вышло так, что когда я наблюдал, эти 4 объяснили так хорошо, лучше, чем учитель. И они освоили тему. Ну да, шумели, играли, там, еще что-то там происходило. Но самое главное, ученик освоил тему. Это говорит опять же о том, что методистом являются не только учителя или профессоры, которые вооружены теорией. Каждый человек может быть методистом, даже если он не знает язык, но делает шаги при изучении языков самостоятельно. Самый великий метод – это самообразование. То есть самому человеку найти методику, которая поможет ему, которая ему приятна. Или настроиться на волну, которая преподаватель, которая ему приятна, или которую он понимает и ему нравится. Самая простая формула – это методики. Не формула, а признаки хорошей методики. Это просто ученику нравится это. То есть ему не говорят, что если ты это освоишь, эту формулу, эти слова, ты овладеешь казахским языком, так что усердно занимайся. Нет, когда он занимается, ему становится приятно. И тогда будет результат. То есть в конце я хочу сказать, что прежде чем приступиться к знанию, к изучению казахского языка, еще надо подумать о методике. Ну, думаю, что я довел свои мысли. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Сау болыңыздар.